Всем доброе утро! Мы продолжаем встречать новый день вместе с «Утро Якутии». Просыпаемся, настраиваемся и не забываем улыбнуться себе и тому, с кем можно разделить радость и хорошее настроение. Сегодня на календаре 21 июля, четверг, а в эфире Полина Долинская. Чего нам ждать от предстоящего часа? Лето в разгаре. Ожидаются ли осадки и сохранится аномальная жара на этой неделе? Узнаем прогнозы метеорологов. Сезонная аллергия, как с ней бороться и, главное, как ее вылечить. Об этом поговорим с нашим гостем. Летнее меню. Как приготовить быстро хачапури на сковороде. Поделимся вкусными рецептами. Настоящие звезды. В Санкт-Петербурге завершился фестиваль ретро-техники «Фортуна». Уникальные экспонаты в музее-заповеднике истории Дальнего Востока начали свою работу. Выставка, посвященная столетию Якутии. Будьте с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», задавайте свои вопросы нашим гостям, присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. Ну а вначале, как всегда, о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 18-20 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 18 до 21 градуса. В южных в это утро плюс 15, в Вилюйской группе 12-14 выше 0. В Нижнеленских 12-20. В западных в это утро в Мирном плюс 10 и плюс 16 в Алекминске, плюс 3 градуса в Чукурдахе и плюс 16 в Устнере. В Янских от 5 до 9 со знаком плюс, на северо-западе от 6 до 9 выше 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой кратковременный дождь, возможно гроза, местами туман и дым. Ветер юго-восточный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров. Днем столбик термометра зафиксирует 27-29 градусов тепла. Дым от пожаров в Хабаровском крае может сохраняться в Якутии до первых дождей. По прогнозам, антициклон будет на территории региона в течение текущей недели. Из-за жаркой сухой погоды на территории Якутии циркулирует трансферный антициклон на больших высотах. По прогнозам, антициклон будет на территории региона в течение текущей недели. Повлиять на изменение ситуации смогут дожди, которые прогнозируются в центральных районах Якутии. Но, к сожалению, не для всех лето – это радостная пора. В наши дни угрозу здоровью людей, страдающих от аллергии, может представлять даже воздух, которым они дышат. Смесь газов, тумана и твердых частиц, образующихся в атмосфере над мегаполисами, может обострить симптомы астмы и аллергического ринита, вызвав как минимум затруднение дыхания. Об этом подробнее мы поговорим, как бороться с сезонной аллергией, с нашей гостьей. В гостях у нас Ольга Иванова, доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии СВФУ. Доброе утро. Здравствуйте. Сейчас в Якутске наблюдается смог, и для аллергетиков, для астматиков это непростое время. Расскажите, как быть, как облегчить свои симптомы и как с этим бороться? Воздействие задымления на организм человека является системным, да, поскольку дым представляет собой смесь различных компонентов. Да, это и двуокись серы, и углекислый газ, и другие химические вещества. Они действуют на все органы и системы, на сердечно-сосудистую, на дыхательную систему, на ферментативный обмен. И, конечно же, в этот период очень тяжело тем лицам, у которых заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы, это бронхиальная астма и аллергия. Ринит. Я вот рекомендую своим пациентам в этот момент, если ранее назначалась базисная терапия, подойти к этой базисной терапии, получать все те необходимые лекарственные средства, которые могут облегчить состояние пациента. Ну а вообще людям рекомендуется реже бывать на улице. Если открываются окна и форточки, дома очень душно, то использовать увлажненные занавески, да, увлажнители воздуха в закрытых помещениях, чаще принимать душ, больше пить воды, то есть вот испытывать себе более-таки щадящий режим по отношению к своему здоровью. Ну и, конечно же, к задымлению наиболее чувствительны дети, пожилые лица, да, и люди с заболеваниями внутренних органов, это прежде всего заболевания сердца и легких.
Мгм. Давайте поговорим, как облегчить особенности летней аллергии в период цветения. Да, существует такой термин, как летняя аллергия. Вот что же входит в состав такого понятия, как летняя аллергия? Но прежде всего это пыльца поллинирующих растений. В начале лета у нас поллинируют деревья, это береза, ольха. В середине лета, в данное время, у нас поллинируют злаковые травы, это тимофеевка, ежа сборная, овсяница. И в конце лета у нас поллинируют сорные травы, это лебеда и полынь. Все эти растения, они растут на территории нашей республики повсеместно, в том числе и в городе. И они попадают на кожу, на слизистые оболочки и вызывают аллергическое воспаление. Второй компонент – это выхлопные газы, табачный дым, пыль уличная, да, которая присутствует в сухом воздухе, долго стоит и попадает в наши дыхательные пути. Третий компонент – это инсектная аллергия, да, укусы насекомых кровососущих. Их у нас в регионе достаточно много, и часто обращаются дети и взрослые с укусами, да, и с реакцией вот на эти укусы. А бывает ли аллергия на солнце? Что касается аллергии на солнце, то это достаточно распространенное явление. Считается, что 20% всей популяции людей страдает фотодерматозом. Причем он делится на экзогенный и эндогенный. К экзогенному относится это воздействие пыльцы, которая попадает на кожу, парфюмерных средств, кремов, да, которые мы наносим на кожу под воздействием ультрафиолетовых лучей. Эндогенное – это вот влияние ультрафиолетового облучения на прием лекарств, на каких-то биологических добавок, которые человек употребляет. Но я хочу сказать, этому, конечно, более подвержены лица пожилого возраста, лица со светлой кожей и маленькие дети. Мгм. А как бороться или хотя бы предупредить или облегчить уже имеющиеся симптомы? Вот считается по статистике, что большинство из людей, которые страдают аллергией, просто принимают антигистаминные препараты. На протяжении всех Да, они не месяцев обращаются к врачу и не принимают антигистаминные препараты. Но, к сожалению, вот такой бесконтрольный длительный прием антигистаминных препаратов приведет только к одному, к потере чувствительности к этим препаратам. То есть человек будет пить, да, привыкание, никакого эффекта не будет. Поэтому я рекомендую все-таки обратиться к специалисту, аллергологу, иммунологу, который проведет аллерготестирование, выявит причинно значимый аллерген, назначит диету, назначит лекарственные препараты, и таким образом уже индивидуально и системно будет назначена терапия. А как вот предупредить именно то, что у человека разовьется хроническая аллергия, ну, которая перейдет в хроническую? Это на какой стадии стоит обратиться к специалистам? На стадии уже первых проявлений это аллергии. И действительно сейчас люди стали очень внимательны к своему здоровью. И уже с первых симптомов аллергии они обращаются к врачу. Мы выявляем аллерген, удаляем его из продуктов питания, из окружения и назначаем уже соответствующую терапию. Человеку становится легче, и у него нет рецидивов достаточно долгое время. А бывают моменты приобретенной аллергии, то есть Да, в конечно, последующем, более взрослом возрасте? Да, конечно, огромное влияние на развитие аллергии вообще оказывает образ жизни человека. Это переутомление, стрессы, частые инфекции, заболевания, неправильное питание, загазованность. Да? Мы еще можем говорить о пассивном курении. Да? Сам человек не курит, но курит его окружение. Или третичное пассивное курение, да? Когда человек заходит задымленное от табачного дыма помещение, вдыхает и получает тоже массу сенсибилизирующих факторов. Кроме того, вот это вот задымление, о котором вы говорили, все это налаживает нагрузку на иммунный статус человека и формирует хронические заболевания. При первых же симптомах следует обратиться к врачу и узнать свой причинно-зависимый фактор, по возможности избегать его и получать терапию, которая позволит добиться длительной ремиссии. А можно ли излечиться от аллергии? Или все-таки лучше контролировать этот процесс? Вы знаете, это вот сугубо индивидуальный процесс, да, потому что у нас сейчас достаточно большое количество видов терапий, которыми мы можем манипулировать в отношении различных видов патологии. Есть у нас такие моменты, что мы можем создать длительную ремиссию в течение нескольких лет, да, 9, 10, 20 даже лет у пациента нет никаких симптомов, но при воздействии внешних факторов у него начнется рецидив заболевания. То есть
есть это вот зависит от индивидуальных особенностей человека, от его отношения к своему здоровью и от многих факторов, которые его окружают. Ну и, наверное, резюмируя наше сегодняшнее интервью, вот базовые какие-то правила нашим телезрителям. Уважаемые зрители, я рекомендую вам бережно относиться к своему здоровью, не употреблять продукты быстрого приготовления, да, вот, к которому относятся, заведомо которые являются химическими. Да. Это газировки, да, значит, жевательная резинка, чипсы. Я не рекомендую их давать вашим детям, да, хотя дети очень любят такие продукты. Кроме того, вот в данное время не рекомендую заниматься физической активностью на открытом воздухе, поскольку продукты задымления попадают в дыхательные пути, раздражают и вызывают аллергическое воспаление. Все-таки рекомендую 8-часовый сон, бережно относиться к себе, не подвергать себя стрессам, относиться к жизни философски. Все, что касается работы, оно исправимо, и это рабочие моменты, и они никоим образом не должны влиять на развитие хронической патологии. Не следует так переживать из-за любого момента в нашей жизни. Ко всему нужно относиться философски, а самое главное — беречь себя и свое здоровье. Я желаю вам здоровья в это непростое время, как вот такое и прекрасное время, как лето. Большое спасибо и за пожелания, и за рекомендации, и за то, что нашли время прийти в нашу студию. Ольга, большое вам спасибо. Мы двигаемся далее. Пляж Ивасава в Фукусиме вновь открылся впервые с момента радиационной аварии в 2011 году. Представители власти открыли пляж в ходе традиционной церемонии. После этого жители отправились купаться, а дети принялись играть в песке, который раньше был частью опасной эвакуационной зоны с высоким уровнем радиации. Пляж, расположенный в 25 километров от АЭС, стал первым местом для купания в районах, которые были закрыты для посещения в соответствии с распоряжением об эвакуации после аварии на 3 энергоблоках Фукусимы. До катастрофы это место было популярно среди любителей семейного отдыха и серфинга, привлекая порядка 30 тысяч посетителей ежегодно. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 7 миллионов россиян получат надбавку к пенсии с 1 августа. Так, работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314 рублей больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет или инвалиды первой группы, смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматической. Никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Также проиндексируют военные пенсии. Новая строящаяся врачебная амбулатория в Тулагино-Кильдямском наследии готова на 50%. Работы планируется завершить раньше срока. На сегодняшний день полностью возведен каркас, стены покрыты сэндвич-панелями, также установлены окна. В конце этого месяца начнутся работы по введению отопления и электричества. Отметим, что строительство идет в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Якутии». Объект является энергоэффективным. За счет этого будут меньше затраты на содержание. Строительство началось в начале мая. Завершение планируется в конце августа, в начале сентября. В настоящее время работают 5 человек. Отделочники будут монтировать перегородки, красить, дверь устанавливать. К
столетию Батулинской школы в Верхневилюйском районе еще в 2019 году поставили первую сваю нового двухэтажного здания. Сейчас строительство школы на 165 мест идет полным ходом. На объекте работает 4 бригады, идет внутренняя отделка благоустройства, снаружи установка пандусов, а также подготовка к асфальтированию школьного двора. Ожидаемое открытие намечается на декабрь текущего года. Примечательно, что строительство школы финансируется за счет дивидендов Верхневилюйского района. Мы на вес все уже обделочные работы, вот шпаклевка заканчивали, только вот плитку ложим. После сантехники уже начинаем красить, двери устанавливать, нейлон стелить. Пока нормально, хорошо работаем. Стараемся, чтобы побыстрее заканчивать. У нас 15 пока человек, еще материала будет, уже будем добавлять народ еще. Автолюбители объединения корейских бизнес-клубов прибыли в Якутск. Группа совершает международный автопробег по маршруту Ташкент, Магадан, Муранск, Ташкент. Известно, что участники автопробега уже преодолели 15 тысяч километров. Здесь, в Якутске, группу встретили члены корейской диаспоры республики и знакомые общественники. Между тем, Якутск – лишь промежуточная остановка автопробега. Группа планирует побывать и в знаменитом Эймиконе и увидеть полюс холода своими глазами. Сам автопробег приурочен предстоящему форуму объединения корейских бизнес-клубов. Еще в прошлом году мы подружились и начали работать и взаимодействовать с корейским дирижером, в частности, Нотричоль, он работал здесь дирижером, и он пригласил в Якутию. И вот исходя из этого родилась эта идея. И представилось, что если мы до Якутии доехали, то, наверное, и до Магадана можем доехать. И это самая северо-восточная доступная автомобильный пункт. Поэтому вот такая идея родилась. Сегодня 21 июля. Чем же знаменательна эта дата? А тем, что именно сегодня, 21 июля 1969 года, впервые человек вступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Фраза, которую он произнес, ступив на Луну, известна всем. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. О других датах и событиях прямо сейчас. 21 июля – Национальный день хот-дога в США. По народному календарю, какая погода в этот день, такая же будет и 2 августа. 21 июля 1613 года в России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. 21 июля 1774 года Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Он стал завершением второй из 6 русско-турецких войн 18-19 веков, которые Россия вела за выход к Черному морю и обладание Крымом. 21 июля 1804 года в России принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. 21 июля 1917 года главой российского правительства стал Александр Керенский. В 1969 году в этот день человек впервые вступил на поверхность Луны. Это был Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. 21 июля 356 года до нашей эры родился Александр Македонский, царь и полководец. 21 июля 1620 года родился Жан Пикар, французский астроном. В 1899 году в этот день на свет появился Эрнест Хемингуэй, американский писатель. 21 июля 1925 года родился Глеб Стриженов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 21 июля 1948 года появился на свет Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик, драматург и актер. 21 июля 1971 года родилась Нонна Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп и Федор.
Восьмой ежегодный фестиваль ретро-техники «Фортуна» состоялся в Санкт-Петербурге. На площадках «Фортуны» были представлены классические образцы американского, английского, европейского и советского транспорта. Некоторые из экспонатов поучаствовали в ретро-спринтах и показали заезды в рамках фестиваля. Это автомобиль Volkswagen Жук 78 года выпуска. Попала она ко мне 10 лет назад примерно, может быть 7, не помню. Товарищ занимается ретро-автомобилями, предложил купить. Я сначала думал купить ее так для перепродажи, а потом понял, что когда она у меня стояла в гараже, каждый раз, когда я к ней приходил, мне хотелось ее как-то укрыть пледом, как-то я влюбился в нее, и все, и вот уже 8 лет эта любовь продолжается. Это Audi 1932 года, одна из первых моделей, которые были запущены на концерне Audi, переднеприводные. Этих кузовов было выпущено всего 56 штук. В серию они не пошли, тем было интересно восстановить данную модель. Обломки этого автомобиля были взяты, кстати, под Кронштадтом моего товарища, да. И 12 лет реставрации привели ее к тому, вот то, что вы видите сейчас. Ежегодный фестиваль ретро-техники «Фортуна» объединяет любителей ретро-транспорта из разных регионов России и зарубежья. На площадках фестиваля можно увидеть автомобили, мотоциклы, велосипеды, автобусы, троллейбусы и грузовики. Традиционное мероприятие проходит на фоне исторических боевых укреплений в форту Констант в Кронштадте. С 19 июля в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева начинает свою работу выставка «Поход на восток. Остроги Сибири», посвященная столетию якутской автономии. Об уникальных экспонатах, об этом мероприятии и редких артефактах мы узнаем в следующем сюжете. На выставке представлены уникальные экспонаты прошлого, изучая которые жители и гости Владивостока смогут познакомиться с историей, культурой и бытом народов Якутии. На выставке посетители Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева могут увидеть около 300 интереснейших экспонатов, рассказывающих об освоении Сибири и продвижении из Центральной России за Урал. Редкие артефакты, почти 200 из которых подлинники, представлены на новой выставке «Поход на восток. Остроги Сибири». Безусловно, проведение этой выставки оно очень значимо для всего Дальнего Востока. Тем более мы сейчас находимся в Музее истории всего Дальнего Востока. И этот музей является федеральным, единственным федеральным музеем фактически вот истории Дальнего Востока на территории всех субъектов. И в рамках вот столетия как раз республики мы придумали вот этот проект, где мы рассказываем историю освоения Сибири и Дальнего Востока. В 4 залах представлены уникальные экспонаты, которые рассказывают о жизни и быте обитателей первых сибирских острогов и коренных народов Сибири. Это археологические находки, обнаруженные на местах острогов предметы быта и культа, книги, чертежи, прорисовки, фотографии и документы того времени. Если мы абстрагируемся от этой выставки, то мы должны констатировать, что у нас и без того с коллегами из Республики Саха довольно давние, плотные и продуктивные взаимоотношения. И эта выставка тому пример. Есть в жизни музеев далеко не только выставочная или экспозиционная жизнь, есть много точек соприкосновения, это и совместные образовательные проекты, это обмен опытом в самом широком смысле этого слова, то, что называется конференционные программы. Мы ездим друг к другу в гости, мы встречаемся в рамках Ассоциации музеев Дальнего Востока. А также здесь и уникальная весом в 90 килограмм каменная памятная плита в воеводской канцелярии, построенная на территории Якутской крепости в 1707 году по указу Петра I. И археологические находки якутских предметов, одежды 17-18 веков и окутанные тайной предметы, обнаруженные на месте первого русского города Заполярья, легендарной Магнезии. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Торжественное закрытие молодежного фестиваля «Табыс» состоялось в Вилюйске. Какое мероприятие прошло и какие итоги были подведены, посмотрите в следующем сюжете.
В рамках молодежного фестиваля прошло множество мероприятий. Это диалог на равных, где председатель правительства республики Андрей Тарасенко общался с молодежью. Прошел конкурс театрализованных представлений, презентаций участников, образовательная площадка со спикерами из Москвы, конкурс лучшего работника сферы государственной молодежной политики, премия для молодых, командные соревнования по национальным видам спорта, республиканский конкурс «Молодая семья», конкурс молодых модельеров и дизайнеров «Көмүс-сүйдүк», военизированная эстафета, конкурс современного танца «Dance Fest» и внезачетный конкурс на лучшее исполнение песни из репертуара Юрия Шатунова. Общее впечатление, праздник, молодежный, все, праздник молодежный. Все заряжено позитивом, энергией, молодостью, движением, восторгом. За 3 дня участники фестиваля прошли через множество испытаний, защищая честь своих команд. В итоге по количеству баллов среди муниципальных районов обладателями главного приза автомашины УАЗ стали ребята из Вилюйского УВУСа. Также были выявлены победители среди молодежных общественных объединений, где первое место заняли молодежный совет Вилюйского УВУСа с призом в виде сертификата на сумму 350 тысяч. 3 дня фестиваля ТАБЭС подошли к концу. Первое место по итогам фестиваля занял Вилюйский район, 2 место Мегино-Кангаласский, 3 место город Якутск. Желаю всем удачи, чтобы наша молодежь была сплоченной, чтобы двигались все к одной цели. С праздником! Надо отметить, что ежегодный фестиваль ТАБЭС – это хорошая площадка для самореализации и раскрытия талантов, способностей и потенциала молодежи Якутии. Делегации со всех концов республики, собравшись на Вилюйской земле, действительно зарядились друг от друга позитивом, поделились свежими идеями и уникальным опытом. Анна Васильева, Николай Колесов, Вилюйский УВУС. Хачапури, наверное, любят все, вот только не все любят его готовить. Кому-то кажется, что это очень долго, а кто-то просто не хочет возиться с тестом. У нас для вас есть отличные новости. Можно быстро и вкусно приготовить ленивый хачапури на сковороде. Сам процесс приготовления быстрый и нехлопотный, а результат вас точно обрадует. Итак, нам нужно для приготовления, естественно, так как я производитель крафтовых сыров, я беру свой сыр. Полутвердый сыр манчего. Вы можете взять любой полутвердый сыр. Это может быть даже простой голландский какой-то, да, порядка 200 грамм. Мы его натираем. Да, ну, порядка. Да, на крупной терке, вообще не нужно заморачиваться. Я готовлю опять на своем кисломолочном продукте мацони. То есть я его сама завожу, но это не чревато последствиями, если вы будете использовать... Интересно, вот вы говорите крафтовый. А что значит крафтовый сыр? Крафтовый сыр. Крафт – это вообще ручной продукт. То есть он готовится только вручную, с большим использованием, большая доля труда, она ручная. Плюс это натуральные ингредиенты, это натуральные закваски, натуральные ферменты. Возможно, в каких-то сырах даже дрожжи. Вообще очень такие семья эстетов в еде и очень капризные. Вся проблема в том, что это вот мацони, который я готовлю сама на заквасках. Вы можете использовать кефир, либо это может быть кефир, может быть и молоко, как я говорила, да. Сахар в чистом виде я не использую, опять-таки. Хочешь сладенького, бери натуральный мед. Бери мед, да. Правильно. Так как это кефир, мы можем спокойно добавлять соду, не гася ее. Ну, порядка половины чайной ложки соды. Все так быстренько, все так очень слаженно у вас, да? И добавляем муку. Довольно-таки густое тесто, как на нашей оладьи. И перемешиваем это все. Сода в кефире, так как тут есть кислота, она гасит соду. То есть не обязательно. Если вы будете готовить на молоке, то добавляйте разрыхлитель, либо гашеную соду. Вот буквально консистенция теста. Сюда мы добавляем наш сыр. Чем больше сыра, тем вкуснее, конечно. Переборщить сложно будет? Переборщить сложно, да. Так, и моя моцарелла. Она свежая, готовила ее сегодня утром.
Это вытяжной сыр, он очень вкусный, мягкая волокнистая консистенция. И он очень хорошо тянется, он очень плавкий, хороший. Это вот порядка 100 грамм у меня был. И тоже туда? Тоже туда же отправляем. Все. Вот такая консистенция. Готово? Теста. Да. Ровным слоем распределяем на сковороде и уменьшаем на минимальном огне. Будет готовиться одна сторона минут 7, следующая сторона, потом перевернем и также будем готовить. Готовится под крышкой. Какой стороной лучше? Ага. Какая красота! Вы только поглядите. Обязательно смазываем его горячей сливочным маслом. Тот самый ленивый Тот самый ленивый хачапури. Смотрите, какой он красивый, румяный. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». И мы хотим познакомить вас с родными братьями, с 16-летним Владимиром и с 12-летним Сергеем. У братьев много увлечений. Они, как и все мальчишки, любят заниматься спортом. Все время проводят вместе, помогая и опекая друг друга. И, конечно, им, как и всем детям, хочется жить и воспитываться в семье. Знакомьтесь, родные братья Владимир и Сергей. Я занимаюсь спортом, играю в настольный теннис, играю на гитаре. Планирую учиться до 11 класса, потом поступить на юридический, на юриста. Когда отучусь, я пойду работать в органы. Сереж, а ты кем у нас станешь, когда вырастешь? Я? Да. Как Наруто. Хочу таким же стать. Ну, какой Наруто, расскажи нам. Ну, он добивает сам всего, но ему могут помогать. Он держит свои слова, и когда обещает, он выполняет. Владимир и Сережа посещают в центре кружок «Радужная мозаика». А Сережа уже и сам показывает воспитателю, как плести корзины. Вова и Сережа к нам поступили в прошлом году, летом, в июне месяце. Адаптацию они прошли быстро в детском доме. Со всеми нашли общий язык, со всеми детьми дружат. Вова у нас спортивный мальчик, участвует в разных соревнованиях, играет в настольный теннис. Сережа у нас творческая натура, любит что-то создавать из бумаги, разные подделки. А также он тоже спортивный мальчик. Постоянно чем-то занят, чем-то увлекаются. Без дела не ходят. Владимир и Сережа все время проводят вместе, помогая и опекая друг друга. И, конечно, им, как и всем детям, хочется жить и воспитываться в семье. Каждый знает, как для нашей планеты важны зеленые насаждения. С раннего детства мы учимся беречь природу и заботиться о ней по мере своих сил. Действительно, каждое деревце и кустарник имеет особую важность для экологического равновесия. Именно поэтому люди изучают свойства деревьев. Знания помогают понять, здорово оно или заболело, можно ли его пересадить или нельзя, с кем оно уживется, а где его высаживать категорически не стоит. Наука о деревьях и кустарниках называется дендрология, а специалисты в этой области являются дендрологи. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы сейчас находимся в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета. Ботанический сад – это одно из самых любимых, популярных мест отдыха для наших горожан. Здесь растут не только привычные для Якутии растения, но и адаптированные растения, которые благодаря специалистам, дендрологам, они растут и выживают в наших северных и непростых, можно сказать, климатических условиях. Мы вас хотим познакомить с интересным человеком, который очень любит свое дело, увлеченно своей профессией, с Ириной Григорьевной Трофимовой. В эту профессию, можно сказать, я пришла еще с самой школы, еще, может быть, даже до.
И работаю я здесь с 2014 года. Первое время я работала лаборантом. И дальше, через где-то менее чем через полгода, я уже возглавила отдел дендрологии. Поскольку мы говорим о профессии дендролога, о непосредственной работе, я хотела показать именно стриженные растения. То есть наверняка все знают, что растения можно выращивать как солитер, то есть как отдельно стоящее растение, или же можно высаживать некоторые в изгородь. В изгородь должны высаживаться растения, которые хорошо переносят стрижку. Наш пример – это изгородь из карагана древовидной. Отдельно, как солитер, он вырастает до 4-5 метров в высоту в наших условиях. А сажая вот так вот близко друг от друга, примерно 20-30 сантиметров, можно добиться вот такой вот плотненькой изгороди. То есть дендролог занимается тоже ухаживанием, да? Конечно, изучение самого растения. Дальше посев семян. После посева мы получаем сеянцы, и уже, получается, мы обязательно должны знать, как растения будут выглядеть в ландшафте. Ну, дендролог еще и хирург, да, потому что он и режет то, что заболело, как говорится. Вот, а если деревце заболело? Видно, когда растение начинает заболевать, и есть такие признаки, как сморщивание листочков, или же такой жирный блеск. А вот здесь все ли нормально? Здесь вот немножко оно подсохло, но это уже после стрижки. А как вы подкармливаете вот эти вот саженцы? Подкормка растений происходит 2 раза за сезон. Фосфорно-калийные удобрения применяются осенью, поскольку они нерастворимые, а азотные удобрения применяют весной. Вот как вы используете дендрологию, биологию, ботанику в своей жизни? Во-первых, это большое удовольствие. Честно сказать, работать в офисе или же там, не знаю, в другом месте я бы наверняка не смогла, потому что у нас здесь тоже все очень изменчиво. Меняется. Захотела, поработала с людьми. То есть у нас очень большая просветительская деятельность идет. Захотела, ушла в лес, начала изучать растения. Больше начинаешь замечать красоту, что ли. У вас есть любимое растение? Но оно не совсем экзотическое, но оно одно из моих самых любимых растений. Так. Это яблоня. Оно не очень прихотливое, то есть, можно сказать, вообще неприхотливое. И очень хорошо зимует. Плюс шикарное цветение. Вот это деревце, во время цветения листочков не видно, а полностью унизано белыми, такими немножко с перламутром цветочками. Плюс дальше будут ягоды. Это маленькие яблочки размером с ноготь. И это копия яблока. Вид называется яблоня ягодная. Цветет в июне месяце в течение 10-14 дней. Я вам желаю, чтобы ваша работа приносила радость не только вам, но и всем нашим телезрителям. Здорово, спасибо. Спасибо вам большое. Мы двигаемся далее, и в нашей студии гость Зарубина Елизавета Александровна, руководитель дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия, профориентолог, психолог. И сейчас мы поговорим о проведении первого дальневосточного образовательного форума «Профориентация. Перезагрузка». Елизавета Александровна, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите про этот форум. На кого он нацелен, кому он подойдет, где он проходит, в каких датах и что интересного нас ожидает? Наш форум стал частью мероприятий проекта «Профориентация. Перезагрузка». Как видно, с фантазией у нас сложности, у нас все перезагрузка. Наш проект стал победителем конкурсов грантов главы в 2022 году. И поддержка гранта позволила нам организовать форум, который пройдет с 6 по 8 августа. Форум нацелен на всех, кто интересуется темой профориентации, начиная с детского сада, заканчивая вузом. Форум наш пройдет в разных локациях и полностью с очным включением для того, чтобы у наших участников была возможность заселиться и полностью пройти нашу программу. Преимущество нашего форума заключается в том, что участники форума получат свидетельство о повышении квалификации на 16 часов. То есть он включает в себя не только программу, допустим, каких-то мероприятий, но и образовательную часть, в которой будут принимать участие спикеры федерального уровня. Вот что касается образовательной части, какие будут проведены мастер-классы, обучающие курсы? Ну, в целом, тема профориентации интересна тем, что она является как бы краеугольной в разных областях нашей жизни. То есть, например, профориентация не занимается только в образовании. Она нужна в разных, так сказать,
областях нашей жизни, и поэтому мастер-классы будут направлены на то, чтобы расширить угол обзора, так сказать, на этот вопрос. И получается, одной из задач нашей является обмен опытом и какая-то консолидация опыта для того, чтобы разработать единые рекомендации, как быть, потому что сейчас, к сожалению, не совсем понятно, кто и как должен заниматься профориентацией в школе, в вузе, в колледже, ну, даже в детском саду, допустим. А приведите пример, если я правильно понимаю, это подойдет тем, кто занимается как раз-таки и работает в сфере образования? Да, в сфере образования. Дело в том, что специалисты, которые занимаются профориентацией, чаще всего это психологи, заместители директоров по воспитательной работе, но также это и классные руководители, допустим, в колледже это мастера производственного обучения, то есть у нас такая очень обширная аудитория. Но, к сожалению, для очного участия у нас не так много мест, поэтому необходимо оставить заявку. Приоритет будет отдан людям, которые приедут к нам с районов, потому что мы заинтересованы распространять свой опыт на всю республику. Но для того, чтобы была возможность охватить всех, мы также полностью запишем всю нашу программу и будем осуществлять онлайн-трансляцию. То есть, в принципе, тем, кто не сможет посещать очно, он может потом увидеть сохраненные записи. Это дальневосточный форум, причем он будет первый. Предыдущий опыт, каким он был? Он был на территории республики или только на территории города? Вообще наш нетворкинг-проект начался в 2020 году под руководством нашего руководителя Лукиной Валентины Сергеевны. Я, как вчера помню, нас собралось 8 человек, и мы в такой очень ламповой, интересной обстановке обсуждали, какие у нас есть вопросы. И буквально за 2 года наш проект разросся в такое очень мощное онлайн-сообщество. У нас более 250 участников там. И наш форум — это такой первый повод встретиться очно после всех известных событий. И мы увидим друг друга не в черном квадратиком в экране, а живым человеком, с которым можно пообщаться и как-то обсудить наболевшие вопросы, так сказать. Вот первые ваши шаги, какими они были? С чем вы столкнулись во время проведения первых этих встреч? Ну, было сложно, потому что информации очень много, и кажется, что непонятно, с чего необходимо начать. И поэтому первым делом мы создали методический кабинет, импровизированный методический кабинет для профориентолога. Просто на Google диске мы разместили информацию по методическому сопровождению этой работы. То есть, например, календарно-тематический план на 9 месяцев работы, который позволяет значительно облегчить работу специалиста, потому что когда ты с этим не работал, ты не знаешь, с чего начать. А расскажите про нетворкинг сообщества профориентологов, когда и с какой целью как раз-таки начали готовить эти встречи? Получается, была потребность в том, чтобы поддержать специалистов, потому что, условно говоря, в нашей психологической среде есть такое понятие, как супервизия, интервизия. Это когда специалисты собираются и обсуждают какие-то сложные случаи. И мы подумали, что раз есть у психологов, почему бы такое не придумать для специалистов по профориентации? Потому что работа по профориентации включает в себя и работу с детьми, и работу с родителями, и работу с коллегами. И очень важно, чтобы тот опыт, который есть, успешно он распространялся, а то, что необходимо трансформировать, было как-то вынесено на обсуждение и были предложены какие-то хорошие варианты решения. Но к сожалению, все предыдущие 2 года мы собирались только очно. Заочно. Заочно, да. С периодичностью раз в месяц. Это такая рутина. В четверг, каждый четверг, 1 раз в месяц в 5 часов вечера мы собирались в онлайне. А как желающим принять участие? Расскажите нашим телезрителям, где можно подать заявку, где можно более подробно узнать информацию о том, что будет проходить. У нас есть сайт cop14.ru. Также можно зайти в 2 ГИС и набрать Центр опережающей профессиональной подготовки. Мы находимся на Крупская, 13, и на нашем сайте есть телефон горячей линии, и также можно оставить заявку на участие. Многие звонят, спрашивают, участие в форуме бесплатное, и для участников очной программы мы запланировали бесплатное проживание и питание в период прохождения мероприятий. И даты проведения когда будут? С 6 по 8 августа. Елизавета, большое вам спасибо. Действительно, это полезная информация. То есть в тот период, когда у нас преподаватели обычно отдыхают, у них есть возможность провести этот отдых с пользой, как раз-таки благодаря этому дальневосточному образовательному форуму. Большое вам спасибо, что вы пришли и рассказали нам полезную информацию. Спасибо.
Двигаемся далее. Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из новостной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Якутске продолжается приемная кампания в средние специальные учебные заведения. На данный момент принято 9 тысяч заявлений. Отметим, что в этом году было выделено 6422 бюджетных места. Формируются конкурсные списки. Во время пресс-конференции были также обсуждены взаимодействие с работодателями, трудоустройство студентов и деятельность созданных и строящихся мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Если говорить о перечне специальностей, которые сейчас наиболее востребованы, то это прежде всего лечебное дело, сестринское дело, финансы, экономика и бухгалтерский учет, это повар, это кондитер, это графический дизайнер. Это если говорить по конкурсной ситуации. При этом, например, в Якутском финансово-экономическом колледже уже 7 человек на одно место. Ну и Якутский медицинский колледж – одни из лидеров. 100-я автозаправочная станция «Саха-нефтегазбыта» открылась в Тампонском районе. Символичная стройка на 371-м километре посвящена столетию якутской автономии. Это единственная заправка на федеральной трассе Колыма стоимостью свыше 98 миллионов рублей, которая сочетает в себе самые современные технические характеристики с высоким уровнем сервиса. Здание оборудовано всеми техническими средствами пожарной безопасности и оснащено инженерными системами и коммуникациями. Для многих автолюбителей и профессиональных водителей открытие АЗС на самой восточной трассе – долгожданное событие. Год столетия республики открывает 100-ю автозаправочную станцию, которая находится вот в таком стратегическом направлении, как на дороге Колыма, в северо-востоке, которая сегодня активно развивается и работают большие промышленные предприятия, и, безусловно, такая станция востребована. Открытие данной заправки будет огромным радостным событием для всех водителей, для всех людей, которые будут пользоваться услугами данной АЗС. Дети из пострадавшего от паводка Верхоянского района готовятся к официальному открытию лагерной смены. 140 ребят расположилось в лагере республиканской спецшколы-интерната. Дети заезжали постепенно с 15 по 17 июля. У всех были взяты экспресс-тесты на ковид для недопущения распространения вируса в лагере. Ребята получают полноценное сбалансированное пятиразовое питание, живут в комфортных условиях. Также для них проводятся игры, викторины, спортивные состязания, планируются выезды на экскурсии по достопримечательностям Якутска. После открытия у нас планируются выезды в бассейн Чолбон. Экскурсии по городу также мы планируем по возрастам. И хотелось бы выехать в зоопарк. Планы есть. И потихонечку, по шажочкам мы все делаем. Еще планируется у нас работа с психологами. К нам будут подходить психологи с республиканского центра. И они будут уже индивидуально работать и с группами, работать с детьми. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Нерюнгринские студенты приняли участие в фестивале альпинизма «Полюс холода». Мероприятие прошло в Аймиконском районе и было приурочено к столетию якутской автономии. Главные моменты фестиваля – восхождение на гору Афродита и посвящение в альпинисты. В Центре культуры и духовности в торжественной обстановке студенты получают заслуженные значки и удостоверения альпинистов России. 7 нерюнгринцев под руководством опытного руководителя Игоря Ледова совершили восхождение и покорили вершину горы Афродита высотой 2060 метров. Они должны быть, во-первых, увлечены этим делом. Во-вторых, они должны быть физически готовы в том плане, что здоровье должно быть у них. То есть руки крепкие, спина сильная, ноги выносливые, дыхалка, чтобы была у них хорошая. И поэтому я их как бы маленько тут готовил на скалодроме. Мы ходили с ними по местности здесь, на горнолыжной трассе у нас мы делали спуски, подъемы. То есть подготовка шла как бы своим чередом, потихоньку, помаленьку.
И поэтому они более-менее были подготовлены. В фестивале принимали участие альпинисты из разных городов России. Восхождение проходило под контролем опытных инструкторов. Перед выполнением испытаний обязательная специальная тренировка. Как вязать узлы, пользоваться страховкой и применять альпинистское оборудование. Я рассчитывал на то, что мне очень будет сложно, потому что я этим не занимался никак. Получается, думал, что для меня это будет очень сложно. Но для меня это оказалось настолько легко, что я думал, почему бы дальше этим не заниматься. Очень понравилось. Горы. Ради таких видов можно постараться себя заставить свою, перебороть лень и заставить подняться на гору. В общей сложности подъем и спуск заняли около 8 часов. Для получения удостоверения необходимо было выполнить норматив и пройти маршрут категории 1Б к вершине по северному гребню. Торжественная часть фестиваля – посвящение и клятва альпиниста. Сейчас студенты – это часть одной большой команды, которая носят звание альпинистов России и имеют первый юношеский разряд по скалолазанию. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну что, друзья, наш эфир подошел к концу. На такой вот прекрасной ноте разрешите с вами попрощаться, но только до завтра. Мы увидимся снова в программе «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха», для того, чтобы снова сказать вам доброе утро и подарить вам замечательный день.